2021 год объявлен годом здоровья и активного долголетия. На какие проблемы необходимо уделить особое внимание? Об этом в сегодняшней программе «По сути дела». Все ждут, когда будет команда сверху. А не надо ждать. Что нам мешает просто пробежаться, принять контрастный душ? Должно внедриться страхование профессиональной ответственности. К нам приходит уже больной человек. Больше уважения к врачам. А это требует от нас определенных усилий. Естественно, вакцина-профилактика при такой миграции населения в мире, конечно, она нужна. Если мы в сутки снизим потребление соли на 3 грамма, то мы снизим артериальное давление на 10 миллиметров ртутного столба. ПЦР, он должен быть бесплатным. А начнем мы разговор с профилактики. Сегодня у нас в гостях главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Сара Ахтямова. Сара Хайдаровна, здравствуйте. Приветствуем вас в программе «По сути дела». Сегодняшняя программа посвящена году здоровья и активного долголетия, который объявлен в республике. Вы многие годы работаете в системе профилактики здоровья. Как вы считаете, изменилось ли в этом году отношение людей к своему здоровью? Здравствуйте. Действительно, хочу сказать, не только в этом году, последние годы ситуация меняется. Знаю, что большинство населения занимаются спортом, посещают фитнес-клубы, посещают бассейны. Стало модным заниматься спортом всей семьей. Знаю коллективы, которые всем коллективам отказались от курения, от фастфуда и так далее. На вопрос, от каких факторов зависит ваше здоровье, большинство населения отвечают, называют квалифицированных врачей, называют экологию, наследственность. Правы и не совсем правы, потому что в основном наше здоровье и наше самочувствие зависит от нашего образа жизни, от генетической культуры и от физического воспитания. А это требует от нас определенных усилий. Так ведь это нужно делать пробежки, это нужно правильно питаться и так далее. Многие, может быть, ссылаются на то, что многие виды спорта требуют определенных вложений, там, например, горнолыжное снаряжение, да, может быть, не всем по карману, но кто нам мешает просто пробежаться, принять контрастный душ, пройтись пешком 10 тысяч шагов, наверное, об этой акции вы слушали, да, это Лига здоровья нации проводит, мы неоднократно проводили. Это моими шагами, это 7 километров в день мы должны проходить. Там, вы проходите такое количество шагов? Я стараюсь. У меня получается около 7 тысяч шагов. 7 тысяч шагов, это, наверное, меньше 7 километров. 10, да. Иногда у меня получается 10, иногда больше получается, иногда меньше. Глава республики в качестве основной задачи на этот год, напомню, год объявлен годом здоровья и активного долголетия, назвал снижение уровня смертности. В этой связи профилактике каких заболеваний нужно обратить в первую очередь внимание? Снижение смертности, увеличение активности, увеличение продолжительности активной жизни является политикой государства, социальной политикой государства. И отсюда одной из стратегических задач является борьба с хроническими неинфекционными заболеваниями. Неинфекционными? Неинфекционными. Я хочу пояснить, если мы вспомним дореволюционную Россию, кстати, и ковид тоже относится к инфекционным заболеваниям, то большинство населения умирало от инфекционных заболеваний. То есть, если в семье появлялся больной натуральной оспой, корь, краснуха, большая была детская смертность, то вся семья болела обычно, многие погибали. Но с эпохой вакцинации многие болезни мы смогли победить. То есть, натуральная оспа только у нас в лаборатории сейчас, да, корь, краснуха тоже. То есть, если мы прививаемся, то мы не болеем. Но на повестке сегодняшнего дня это заболевания, хронические неинфекционные заболевания, как мы называем, которые являются основной лидирующей причиной смертности и инвалидности населения в большинстве стран мира, в том числе в нашей стране. К этим заболеваниям относятся заболевания органов дыхания. На первом месте, конечно, это болезнь системы кровообращения, это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, которая приводит к таким грозным осложнениям, как инсульты, инфаркты и так далее, онкологическое заболевание и эндокринные заболевания. В группе эндокринных заболеваний, конечно, львиную долю составляет сахарный диабет. Сахарный диабет растет, к сожалению, у нас из года в год, потому что мы сейчас едим много легко усвояемые легкие углеводы, это кондитерские, хлебобулочные изделия, поэтому борьба с ними поставлена сейчас во главу. Наиболее основные причины смерти – это органы кровообращения, да, и онкология, да? Онкология, система кровообращения, заболевания органов дыхания и эндокринные заболевания. Почему это произошло? Потому что изменился темп жизни, характер питания, стресс, и это все приводит к этим заболеваниям. Ситуация 2020 года в связи с развитием ковида, она не изменила эту статистику? Нет, она не изменила эту статистику. То есть все равно основные причины все-таки смертности, по вашим наблюдениям, именно эти? Да. Одним из важнейших методов профилактики здоровья является все-таки диспансеризация. Мы, начиная с весны прошлого года, диспансеризацию приостановили, насколько я понимаю.
И с ноября все-таки возобновили ее, это правда? Да. Сколько вообще людей удалось пройти диспансеризацию в прошлом году? План на диспансеризацию в нашей республике 700 тысяч. В 2020 году мы смогли посмотреть половину. Осмотрено более 300, выявлено более 36 тысяч случаев заболеваний. Из них на первом месте заболевания органов кровообращения. Где-то 28,9 на 1000 осмотренных. На втором месте это болезнь эндокринной системы, 16 на 1000 осмотренных. И на третьем месте это заболевание органов пищеварения, 9 на 1000 осмотренных. Как специалист по медицинской профилактике, назовите, пожалуйста, главные условия для активного долголетия граждан. Я сказала бы, что каждый человек должен понимать, что здоровье в его своих руках. И для этого, в принципе, в наших поликлиниках, в нашей республике, в наших медицинских организациях созданы условия для того, чтобы мы могли беречь свое здоровье с детства, с подросткового возраста и так далее. Вот хочу остановиться на том, что есть диспансеризация, об этом мы уже говорили, да. Она проводится один раз в 3 года до 39 лет, а в 2 года, которые мы не подпадаем под диспансеризацию, можно пройти профилактический медицинский осмотр и таким образом также узнать факторы риска. Есть еще работа центров здоровья, об этом еще хотела сказать. В 2009 году на территории всей Российской Федерации были созданы центры здоровья, в том числе в Республике Башкортостан. На тот момент открытия было их 12, на сегодняшний день их 22. Центры здоровья также располагаются на базах медицинских организаций, в основном они в городах. Бирский, по всей республике, да, по всей республике. По приказу есть маршрутизация, какое население куда относится, конечно. Можно обратиться в любому гражданину? Абсолютно любой гражданин. Один раз в год совершенно бесплатно может пройти диагностику своего здоровья, скажем так, выявить фактор риска в условиях центра здоровья. Для этого нужно паспорт и полис. Для детей свидетельство о рождении. И в течение часа вы можете пройти все это, сдать. То есть вам измерят вес, рост, индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Также посмотрят работу сердца и дадут рекомендации, какие факторы риска есть у вас. Можно выявить на ранней стадии какие заболевания? Вот именно. Мы приглашаем туда молодое, здоровое население, у кого еще нет хронических заболеваний. То есть на стадии факторов риска мы можем приостановить развитие тех или иных хронических заболеваний. Но приходит и старшее поколение, мы не отказываем, всех смотрим. У кого есть уже хроническое заболевание, мы направляем в поликлинику по месту жительства. У кого есть факторы риска, мы даем рекомендации по питанию, по двигательной активности. Есть очень маленькая категория, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. 10-20% населения приходят в центры здоровья ежегодно, приходят с семьями и работают над факторами риска. То есть у них есть положительный результат, то есть у них что-то меняется в состоянии здоровья. То есть мы можем доказать, что действительно здоровье в наших руках. Мы должны что-то делать для того, чтобы сохранить, восстановить, укрепить свое здоровье. Не нужно относиться к нему потребительски. Еще одна программа, которая была принята, которая, может быть, вы тоже слышали, 1 октября прошлого года, программа «Башкирское долголетие». Она предусматривает увеличение не просто продолжительности жизни, а продолжительности здоровой жизни. Как вы относитесь к этой программе и насколько, может быть, ее реализация поможет действительно продлить активное долголетие? Вообще здоровье, охрана здоровья является межведомственной проблемой в охране здоровья. Мы, врачи, уже имеем, к нам приходит уже больной человек, то есть у него образовалась какая-то патология. Мы занимаемся вторичной профилактикой. Наша цель, чтобы это заболевание не переросло в более тяжелую стадию, хотя бы остановить на этой стадии. Над этим мы работаем, лечим и даем рекомендации. А первичная профилактика, она проводится на уровне государства и является донозологической. То есть еще нет нозологии, то есть заболевания, но мы уже работаем над тем, чтобы не было развития заболеваний. Это и охрана почвы, это охрана воды, которую мы пьем, охрана воздуха, который мы дышим, и безопасность качества пищевых продуктов. То есть мы должны над этим тоже работать. Поэтому эта программа, она охватывает все стороны воздействия на наше здоровье. Нужно обязательно следить за содержанием соли в продуктах. Раньше в советское время было хлеб солили по ГОСТу, то есть везде хлеб, где бы ни пекли хлеб, содержание соли было одинаково. А сейчас такого ГОСТа нету, да? Сейчас хлеб где пекут? Пекут везде, везде да. Пекарня на каждом шагу. А что народ любит? Мы не любим более соленый, более жирный, поэтому соль почему нужно убирать? Потому что это должно быть на государственном уровне. А соль мы убираем, потому что соль задерживает в организме воду, а вода повышает артериальное давление. Если мы в сутки снизим потребление соли на 3 грамма, то мы снизим артериальное давление на 10 миллиметров ртутного столба. Это все просто. Нужно делать. Поэтому я только за эту программу, она будет охватывать все сферы. В завершении хотел все-таки попросить у вас, как главного
специалиста по профилактике здоровья, совет нашим гражданам на этот год? Мы должны научить наше население, наших детей, наших подростков беречь свое здоровье именно с детства. То есть это должна быть культура в семье, это должно быть гигиеническое обучение в школе, детском дошкольном учреждении, для того, чтобы они уже были обучены в этом плане. Потому что когда уже образовалась патология, лечить, да, мы лечим, но это уже поздно. Поэтому нужно предупреждать. Все условия созданы в нашей республике. Пожалуйста, приходите на диспансеризацию, пожалуйста, приходите на профосмотры, центры здоровья. Мы только будем рады, если мы вовремя остановим развитие тех или иных заболеваний. И хотелось пожелать здоровья. Это была Сара Хайдаровна. Она желает всем заняться своим здоровьем в 2021 году. Здоровье и активное долголетие зависят и от уровня нашего здравоохранения. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проблемы врачей и системы в целом. Беседуем с председателем медицинской палаты республики Дамирой Сабирзяновой. Дамира Шафьяновна, приветствуем вас в Краун Плазе. Объявлен год здоровья и активного долголетия. Вы, как руководитель медицинской палаты республики, как считаете, вообще изменилось у нас отношение к здоровью? Знаете, я хочу начать с того, что это, наверное, продолжение указа главы «Башкирское долголетие». Я так думаю. То есть башкирское долголетие принято до 2024 года. 1 октября у нас такая программа была. Да, принята. программа принята. И вот этот год объявили именно во исполнение вот этого указа главы республики. развитие. Да, в развитии. Потому что за один год сделать здоровье и активное долголетие очень сложно. Знаете, вообще я хочу сказать, что врачи, медицинские работники, они не могут заниматься активным долголетием и здоровьем одни. То есть это должна быть команда. В этой команде важную роль играют врачи. Они дирижеры этого проекта. Как вы вот оцениваете работу в этом году нашего медицинского врачебного сообщества? Вот в прошлые года очень много было нападок на врачей в связи с врачебными ошибками, в связи с какими-то частными обидами. В этом году большое количество людей получило понимание, что во многом их здоровье и даже жизнь зависит от врачей. Изменится ли и видите ли вы изменения отношения общества к врачам? Формирование отношения к профессии – это это такое понятие. Не совсем все зависит от того, что просто так изменится. Это должно еще работать средства массовой информации. Есть, конечно, положительные сдвиги о том, что у нас есть изменения, больше уважения к врачам. Но это делает в основном такой упор, чтобы это произошло. Вот ваша организация «Единая Россия», да, есть общественные организации, которые это делают, Минздрав сам делает. Но общество, вот где-то умер человек, ребенок, взрослый человек, но медицина, медицинские организации, это не может не быть летальных исходов, не быть смертей. Еще неизвестно, была вина врача или не была вина врача. Сразу начинается муссировать этот вопрос. И это, естественно, интернет, вот это ресурсы, которые в основном люди считают, это вызывает отрицательные эмоции населения и сразу создается отрицательные эмоции по отношению к врачам. Там вина, не вина была, это через 3 месяца там докажут, что никто об этом не напишет, что тогда подняли вопрос, обвинили врачей, и никто даже извиняться не будет. Я не говорю, что врачи не могут быть невиноватыми. Они должны иногда, бывают такие вещи, которые врач не смог. Но он ведь не убийца. Но он не хотел убить пациента. Он хотел до последнего оказывать помощь. Поэтому существует мировая практика. Профессия врача ответственная, очень нужная. И его заменить никто не может. Поэтому должно внедриться страхование профессиональной ответственности. И врачи сами должны... У нас пока его такого нет. К сожалению, знаете, мы с вами в прошлом году, 13 января, Леонид Михайлович, Леонид Михайлович приехал. Ради Фаридович поручил нам. Мы на уровне Курултая Республики Башкортостан обсудили. Нужно его внедрить.
То нам ковид мешает, то еще что-то. То сами То врачи... есть это законопроект региональный, страхование Он, профессиональной знаете, ответственности? он не региональный, он российский. Но все ждут, когда будет команда сверху. А не надо ждать. Вот сейчас мы закончили аккредитацию, запустили проект. Значит, любой человек, который вступает в общественную организацию, это закон, должен вступить и платить годовой взнос. У нас годовой взнос, который принят правлением, 1000 рублей в год. Это 80 рублей в месяц. И мы в этом году проект сделали, это такой пилотный. То есть всех, кто в этом году прошел аккредитацию, 2500. И кто был членом аккредитационной комиссии, это около 700 человек, провести за счет этих взносов страхование профессиональной ответственности, консолидированное страхование. Сколько это человек получает? Это получается около 3000. 3000. Что это дает? Страхование от всех рисков. А у профессии врача она всегда риск. То есть в случае вот таких обвинений со стороны родственников, Да, если, это даст возможность если докажется, получить компенсацию? да, если докажется, что вина врача есть, значит, мы должны проводить медиацию, досудебное регулирование и договариваться, извиняться и компенсировать материальные какие-то ущербы. Да. А с врачом уже поступить так. Разобраться. Если у него была вина, дать ему, как немецкая система, образования. 2 раза дается это за счет бюджета, а 3-й раз ему говорят, ты уже должен за свой счет повысить свою квалификацию. То есть это, понимаете, эта система отработанная, только нам нужно сдвинуться с места. В этом году мы понимаем, что, находясь на передовой, врачи, медработники, они были подвержены наиболее риску заражения, и многие из них переболели. Ну, по некоторым там оценкам до 20-25% вообще медработников переболели. Есть и большие цифры в каких-то учреждениях. Насколько может остановить коронавирус та вакцинация, которая начата? Вакцина-профилактика существует, это сколько существует вообще, я не знаю, не только здравоохранение, вообще существует. Благодаря вакцинопрофилактике остановили такие коварные заболевания, столбняк, корь, скарлатина и так далее. Естественно, вакцинопрофилактика при такой миграции населения в мире, конечно, она нужна. Сейчас в таким срочном порядке разработали вакцину, конечно, это у многих вызывает сомнения. Но тем не менее, других методов, чтобы была активная иммунизация населения, к сожалению, нет. И опять, снова к врачам будет больше требований и больше ответственности во время вакцинопрофилактики. Вакцинопрофилактика – это непростое мероприятие. И чтобы не было осложнений, врачи должны со всех сторон анализировать состояние каждого человека и дать разрешение делать вакцину-профилактику. Другой вопрос. Есть люди, которые переболели, и они должны определить, насколько у них иммунитет, сдать анализ ПЦР. Вот этот ПЦР, он должен быть бесплатным. У нас многие люди хотят идти сдавать. Это на антитела? Да, антитела. И все говорят, у нас просят 2000 рублей. Вот я считаю, что на уровне Минздрава Республики Башкортостан мы должны этот вопрос так отрегулировать, чтобы население, которое хочет узнать, есть ли у него антитела, получить паспорт здоровья, это первое, самое главное, должны сдавать за счет бюджетных средств. Говоря опять же о годе здоровья и активного долголетия, если мы посмотрим цифры, то в республике, в принципе, в сравнении даже со страной, мы чуть-чуть отстаем по средней продолжительности жизни. Причем как в среднем, так и среди мужчин, так и женщин. Ну, примерно показатели средней продолжительности жизни около 73. При этом у нас сохраняется, как по стране и по республике, 66-67 у мужчин и 77 у женщин. Что нужно сделать для того, чтобы все-таки нам как минимум превзойти среднероссийские показатели? И второе, что сделать для того, чтобы эту разницу между
она достигает там 11 даже, у женщин там под 78 лет средняя продолжительность, уменьшить, потому что это очень большой разрыв. Если мы улучшим качество здравоохранения, компетентность врачей – это самое важное. А это как раз и мы улучшим качество здоровья нашего населения. Население ведь, что хотят они видеть у врача? Они первым делом, они не говорят какие-то высокие слова, они говорят, мы хотим грамотного врача иметь. Я 2 раза была в составе делегации Японии. Я поняла одно. Мы можем создавать различные организации, общественные организации НКО для того, чтобы программы сделать государство. Это важно. Но важная роль в активном долголетии и здоровье пожилых людей имеет это отношение родственников, детей, внуков к своим родителям. Вот это мы должны воспитать. То есть мы именно на уровне личных примеров люди должны показать свое отношение к своим родителям. И это должно стать примером. У нас немножко это началось в нашей республике, да? Часто глава республики вспоминает про своего отца, который там про своих родителей часто говорит. Это очень важно. Важно, понимаете, вот Япония один из факторов, у нас японцы долгожители. Плюс к тому, что создано, да, это садики дневного пребывания, постоянного пребывания и так далее, условия созданы. Плюс еще любовь и уважение к родителям. Но я здесь соглашусь, тут и у нас есть пример в стране, в Ингушетии 83 средняя продолжительность жизни, и там вот нету почитание никаких семейных нет традиций. никаких интернатов, ничего нету. Да. Поэтому это очень важно. И, конечно, с горечью смотришь, когда вот открывают ради того, чтобы там получить какие-то деньги, прибыль, открывают вот такие дома для пожилых и в таких условиях держат. Это просто, знаете, это, я не знаю, в голове не укладывается. А что делается у нас для активного долголетия врачей? Делается ли что-то для врачей? Все-таки очень интенсивно они в этом году работали. Не только в этом году. У нас есть проблема уже последние 5-6 лет, называется это профессиональное выгорание. И эту проблему Национальная медицинская палата России поднимает, наверное, уже лет 7-8. Разрабатывали различные программы, подняли вопрос о том, что должна быть медиация, должна быть программа профессионального выгорания. Мы даже в этом году эти программы, в прошлом году именно институт нашего медицинской палаты, и мы это пытаемся внедрить. Даже когда я раньше работала хирургом, у нас были комнаты психологической разгрузки после операции. Но потом, когда медицину пытались загнать, эта организация, такая же отрасль, должны зарабатывать деньги, оперативки Минздрава начинали со слова «надо зарабатывать деньги», и заканчивалось это. И вот сейчас есть очень хорошие программы, мы профессором Тимирбулатовым Ильгиз Фаритовичем работаем, пытаемся внедрить. Но пока, видимо, десятилетние вот это забыли о том, что врачи – это особая профессия, они нуждаются именно в разгрузках психологических, профессиональное выгорание есть. И это мы забыли. И сейчас внедрять то, что быстро его разрушили, очень сложно. И в завершение, Дамира Шафьян, ваш рецепт активного долголетия? Я бы хотела сказать, рецепт моей семьи, да. Мы с утра должны, люди, просыпаться с такими намерениями делать добро. Вот у нас должно быть это самое важное. Любить себя, свою семью, уважать и, конечно, стараться, вот я еще раз повторяюсь, больше искать позитива в жизни, чем какой-то искать там грязь в постели. Вот это самое должно быть, такие отношения. Вот если в течение дня какое-нибудь ты добро сделал какому-то человеку, ты должен сказать слава Богу, Аллаху, что я сегодня прожил не зря. Спасибо. Это была Дамира Шаифьяновна. Ее рецепт активного долголетия. Любите себя, свою семью и делайте добро. А я желаю вам здоровья. Берегите себя и своих близких. В завершение традиционный блиц. Что для вас важнее, работа или здоровье?
И сможете ли вы ради здоровья отложить работу? Я на этот вопрос бы сказала, люди должны выбрать такую работу, профессию, которая дает здоровье. Вот люди должны на работу приходить с удовольствием и домой приходить с удовольствием. Тогда будет хорошо. Я думаю, что здоровье важнее. Если не будет здоровья, мы не сможем работать. Что вы делаете ежедневно для своего здоровья? Я ежедневно хожу 10 тысяч шагов. Стараюсь, но иногда получается, иногда больше, иногда меньше, но я стараюсь это делать. Ну, конечно, прогулки. Больше прогулки на свежем воздухе, гулять и употреблять витамины. Каким вы видите свое активное долголетие? Буду заниматься физической нагрузкой, я буду посещать бассейны, я буду заниматься внуками. Я думаю, человек всегда должен, во-первых, быть в разуме, а для этого нужно заниматься интеллектуальным трудом, читать очень много нужно. Как Мустай Карим в свое время говорил, жить столько, сколько ты можешь ходить и активно приносить пользу людям.